Доброе утро, уважаемые участники! Позвольте начать данное мероприятие, которое проходит в День борьбы с диабетом. И сегодня тема круглого стола «Сахарный диабет в Кыргызстане. Проблемы и решения». Сегодня мы поговорим с вами лицом к лицу. Спасибо всем, кто приехал из дальних уголков всей нашей страны. Спасибо большое государственным служащим, чтобы вот это коварное заболевание, которое входит, одно из 4, которое входит вниз в ряд неинфекционных заболеваний, чтобы оно уменьшилось и дало возможность на ранней стадии определять и выявлять диабет. Сахарный диабет в мире называют уже эпидемией 21 века. По программе госгарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью больные сахарным диабетом входят в перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное льготное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне, бесплатное получение медико-санитарной помощи. Из бюджета выделяются средства за счет государственного бюджета для инсулинотерапии. Конечно, к большому сожалению, из-за ограниченности бюджетных средств на сегодня закон о сахарном диабете не исполняется в части обеспечения таблетированными сахароснижающими препаратами, средствами самоконтроля, ортопедическими изделиями протезирования, санаторно-курортным лечением, конечно же, не в полном объеме, можно сказать, практически в этой части закон не исполняется. Недостаточно открыто школ для обучения пациентов с диабетом. Отсутствует налаженная система реабилитации больных сахарным диабетом и ряд других вопросов. И глюкометры, и нужно сахароснижающие препараты, потому что если государство берет на себя обязательства, оно должно обеспечивать. Если государство, как вот с онкологией у нас получается, не может, тогда надо какую-то часть прописать законом, что государство не может, и тогда уже человек будет знать, какие льготы ему положены, что берет на себя государство, а что тогда придется другими путями изыскивать. Но я надеюсь, что будут острые вопросы-ответы, мы готовы на них ответить. Единственное, что я прошу прощения, я только в течение часа буду. У нас сегодня идет сессия, и я потом убегу. Недостаточное обеспечение всех пациентов сахароснижающими препаратами таблетированной форме в данное время. За счет бюджета государства это не происходит. Тем не менее, обеспеченность инсулинными препаратами на протяжении последних 5-6 лет обеспечивается бесперебойно. Не тот желаемый бюджет, но тем не менее бюджет на лечение сахарного диабета растет. Например, если в 2016 году на лекарства были выделены 134 миллиона сомов из государственного бюджета, то в 2017 году на эти цели было выделено уже 168 миллионов сомов. То есть тенденция к росту идет. Но мы все понимаем, что этого, конечно же, недостаточно. Когда принимался этот закон, наверное, я его принималась. Ураган Министерства здравоохранения республики сегодня стоят, я бы сказала, безответственные, бездушные и бесталантливые люди. Вот передо мной лежит закон. Вот он. В принятом законе статья 6. Черным по белому сказано: финансирование мероприятий по профилактике и лечению лиц с сахарным диабетом осуществляется из средств республиканских и местного бюджета и иных источников. И скажите теперь мне, пожалуйста, почему не исполняется закон? Это страшная болезнь, это чума. Чума 21 века, 20 и 21 века. Почему? И почему государство, так сказать, и почему наше министерство не потребует, понимаете? Мы же можем, извините, нас 5000 в Бишкеке только. Выйти на площадь и потребовать. Вызвать президента и потребовать. Чтобы он вышел на площадь, тоже объяснил больным. Вы не знаете, какая пенсия у этих больных. Так, дальше. В статье 7 перечислены все права больных с сахарным диабетом 2 типа, где предусмотрены законы, главным из которых является право
на получение бесплатной медицинской помощи и средств самоконтроля. Что изменилось за эти годы? Как отреагировало министерство и государство в этом вопросе? А никак. То, что больных диабетом выбросили на свалку умирать. Вы знаете, что больные сахарным диабетом – это пожилые люди, в основном пожилые люди. Мне страшно вот приходить, если я прихожу и сидят люди, это страшно смотреть на них. В чем они одеты, в чем они и как они себя чувствуют. Там очень много написано прав, на которые имеют дети, да, вот по этому закону. Это в первую очередь из-за того, что вот наша организация 6 лет работает в этой сфере, вот, значит, право ребенка на дошкольное образование. К сожалению, в течение 6 лет я очень много писала письма в очень многих госорганизациях и в мэрию города Бишкека. К сожалению, на сегодняшний день у нас доступа к дошкольному образованию у детей с сахарным диабетом нету. Извините, пожалуйста, давайте посмотрим эффективность использования тех денег, которые выделяются на те или другие дела. Раздоровывается больше, я это авторитетом могу заявить. И посмотреть качество тех лекарственных препаратов, которые поступают. Любовь Андреевна здесь выступила на один раз. Хороший документ, подчас мы пишем, хороший закон, ничего все не работает.